эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Вот о чем расскажем вам сегодня. В Якутии проводят работу по стабилизации поставок топлива. Ежедневно ведется мониторинг исполнения графиков отгрузки нефтяными компаниями. Под прицелом с неба МЧС усиливает контроль за лесами Якутска. Из-за аномальной жары спасатели перешли на ежедневный режим. Глава Якутии наградил выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, а также призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Семья, которой гордится Якутия. Шарины, победители всероссийского конкурса «Это у нас семейное». От берегов Северного Ледовитого океана до Ленских столбов. На спортивных аренах и школьных линейках ни одно важное событие в регионе не обходится без этой мелодии. Расскажем, как выбирали главную композицию республики. Все медицинские организации Якутии обеспечены необходимыми топливными ресурсами в рамках действующих контрактов. Поставки горюче-смазочных материалов осуществляются строго по заключенным договорам. Это сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Выездные бригады получают необходимое количество топлива, что позволяет обеспечивать своевременное оказание медицинской помощи населению, отметила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева. В круглосуточном режиме работает отраслевой оперативный штаб, который контролирует обеспечение подведомственных учреждений топливом и оперативно принимает решения при возникновении вопросов. Он будет работать до полной стабилизации ситуации с обеспечением нефтепродуктами. Стало безопаснее. За первые полгода 2026-го число преступлений в республике снизилось на 20%. Положительная динамика почти по всем направлениям. На треть меньше тяжких телесных повреждений и изнасилований, почти на 40% преступлений среди несовершеннолетних, а наркопреступлений стало меньше на 2/3. Даже кибермошенничество, которое раньше только росло, пошло на спад, минус 31%. Якутск, хоть и остается лидером по числу правонарушений, тоже показывает снижение. При этом правоохранители не только фиксируют нарушения, но и возвращают ущерб. Из более чем 4 миллиардов рублей причиненного вреда удалось возместить или изъять почти 3,8 миллиарда. Число граждан, пострадавших от действий мошенников, сократилось с 1638 до 993, или на 39,4%. Общая сумма причиненного ущерба составила 373,6 миллионов рублей против 457,6 миллионов рублей годом ранее. Вместе с тем зарегистрирован рост отдельных видов преступлений. Так, количество убийств и покушений на убийство увеличилось на 11,4%, а число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 2,5%. С установлением жаркого лета многих якутян так и тянет провести время на природе у речки. И, конечно, как же в таком случае не обойтись без мангала или костра. Однако специалисты МЧС предупреждают, разводить огонь на природе строго запрещено. За недопущением нарушений спасатели следят ежедневно. Как проходят рейды, расскажет Саргалана Неустроева. Сегодня противопожарный мониторинг в лесах Якутии обеспечивают с помощью облетов территорий и установкой камер. Однако с приходом жары, к примеру, в столице республики, этих мер оказалось недостаточно. И потом не зря говорят, лучше перебдеть, чем недобдеть. Поэтому специалисты МЧС проводят рейды по лесам и местам отдыха горожан. Вот такая бесхитростная система. Это оператор БПЛА и сам беспилотник, по сути, и есть то самое увеличение мер противопожарной безопасности. В такую жаркую погоду вылеты совершаются практически ежедневно. И в среднем один беспилотник может пролететь порядка 3 километров. Помимо наземного мониторинга, спасатели проводят и традиционные обходы по пляжам и напоминают отдыхающим о соблюдении правил. К слову, с начала пожароопасного сезона в Якутске за разведение огня в неположенном месте было привлечено 3 граждан. И если вы думаете, что на территории города есть разрешенные места для отдыха с мангалом или костром, вы ошибаетесь. С 29 июля 2026 года на территории города Якутска объявлен особый противопожарный режим. В связи с этим во всех зонах отдыха населения строго запрещено разведение открытого огня.
Как сообщают специалисты, на 10 июля в Якутске было зарегистрировано 422 пожара. Из них 7 лесных. Основными причинами возгорания спасатели называют неосторожное обращение с огнем, неисправность бытовых приборов и проводки. Ну и, конечно, погода тоже вносит свою лепту. Ведь в такое жаркое лето любая искра может обернуться катастрофой. Светлана Неустроева, Иван Сорокаумов, Якутск. Международный аэропорт столицы республики официально включен в перечень пунктов, где иностранные граждане могут въезжать в Россию по единой электронной визе. Теперь путешественникам, бизнесменам и ученым из десятков стран не нужно обращаться в посольство за бумажной, достаточно оформить визу онлайн и можно лететь прямым рейсом в Якутск. Для республики это реальный шанс увеличить туристический поток, привлечь инвестиции и расширить гуманитарные связи, чтобы гости могли своими глазами увидеть Ленские столбы, познакомиться с культурой коренных народов или обсудить совместные проекты без лишних бюрократических преград. Высшие баллы, заслуженная награда. В Якутии чествовали выпускников, показавших выдающиеся результаты на ЕГЭ и демонстрационных экзаменах. За свои достижения школьники и студенты колледжа получили премии главы региона по 100 тысяч рублей. В этом году выпускники показали 28 100-бальных результатов по 11 предметам. Тему продолжит моя коллега Лилия Бурцева. Уверен, что вы воспользуетесь всеми возможностями для самореализации и профессионального роста. Я горжусь и благодарю каждого из вас за ваши честные, смелые путь к цели. Вы добились, на самом деле, очень важной, определяющей победы, и впереди у вас вся жизнь. В этом году максимальный результат на ЕГЭ получили 28 выпускников. Лидером по числу стабальников вновь стал Республиканский лицей-интернат – 7 высших результатов. 3 выпускника набрали по 100 баллов в Чурапчинской гимназии. Среди организаций среднего профессионального образования отличился Вилюйский профессионально-педагогический колледж. Сразу 2 выпускника успешно сдали демонстрационный экзамен на максимальный балл. За каждым таким достижением ежедневный труд, поддержка близких и кропотливая работа учителей и преподавателей. Уверенная сдача единого государственного экзамена на 100 баллов – это результат профильной подготовки. Когда на углубленном уровне в наших школах для наших школьников реализуются образовательные программы нацелом на будущее. Да? Допустим, если в универсальном профиле физику преподают всего 1 час в неделю, то углубленный уровень профильная подготовка – это уже 3 часа. Плюс еще внеучебная деятельность и кружки проходятся как раз-таки по этому профилю. И это вот как раз-таки комплексный результат, когда можно с уверенностью получить высокие баллы. Среди награжденных Алтаней Сидорова, набравшая 100 баллов по эвенкийскому языку. Любовь к родному языку ей привил отец, а затем знания она углубляла в школе, участвовала в олимпиадах, научных конференциях и конкурсах. Уже в 9 классе Алтаней успешно сдала ОГЭ, а теперь добилась максимального результата и на ЕГЭ. Девушка выросла в семье оленеводов и является вторым ребенком из 5 детей. Можно сказать, что моя подготовка шла всю мою жизнь, потому что я с детства изучаю язык, участвую в различных олимпиадах и конференциях, конкурсах. Сдавать было нетрудно, по-моему, потому что я зашла на экзамен и поняла, что это известные мне темы. Я могу это сделать. Высокие результаты показали и выпускники колледжей. В прошлом году глава Якутии подписал указ о поддержке студентов среднего профессионального образования, успешно прошедших демонстрационный экзамен. В этом году максимальный балл получили 19 студентов из 14 колледжей республики. Среди них выпускница Чурапчинского аграрно-технического колледжа Виктория Ковбаса, освоившая специальность ветеринарного фельдшера. Конечно же, я в восторге, я очень счастлива, все мои труды были не напрасны. Сам экзамен для меня был несложный, потому что я усердно к нему готовилась, а дальше я собираюсь поступать на высшее образовательное учреждение. Учитель русского языка и литературы Якутского городского лицея Айна Стручкова подготовила сразу 2 стабальников. По ее словам, высокие результаты становятся возможны только тогда, когда талант ученика встречается с дисциплиной, настойчивостью и искренним интересом к предмету. Гордость за наше будущее, за нашу интеллигенцию, за то, что наши дети вкупе с другими регионами показывают такие блестящие результаты. Секрет успеха – это всегда труд, это дисциплина, помноженная на, конечно же, на интерес, на любовь к русскому языку.
Сегодняшние стабальники уже строят планы на будущее. Одни готовятся поступать в ведущие вузы страны, другие продолжат обучение по выбранной профессии. Но всех их объединяет одно – стремление к знаниям, которое уже принесло первые большие победы. И именно такие выпускники становятся будущими специалистами, учеными, врачами, педагогами и инженерами, которым предстоит развивать Якутию и всю страну. Любовь Васильева, Лилия Бурцева, Артмен Наговицын, Якутск. Многодетные семьи Якутии могут получить единовременную выплату для компенсации расходов на платное обучение детей в колледжах и техникумах. О реализации этой меры социальной поддержки в Нерюнгринском районе расскажут наши коллеги. Региональная мера поддержки многодетных семей на обучение студентов колледжей предоставляется один раз за весь период обучения студента. Размер компенсации составляет 50 тысяч рублей. Главная особенность выплаты – она назначается независимо от доходов родителей. Поэтому рассчитывать на помощь могут абсолютно все многодетные семьи республики, чьи дети учатся на коммерческой основе. Чтобы получить выплату, необходимо соблюсти несколько условий. Возраст студента должен быть не более 23 лет и учиться на очном отделении. При этом само учебное заведение может находиться как на территории Республики Саха-Якутия, так и за ее пределами. Также выбранная специальность должна входить в утвержденный перечень востребованных и перспективных профессий на рынке труда республики. В этот список включены десятки направлений от IT-специалистов и ювелиров до сварщиков, поваров и машинистов. Для получения выплаты родителям необходимо заключить договор с колледжем, оплатить обучение или его часть и подать заявление через региональный портал государственных услуг или в любом отделении «Мои документы». В январе мне выплатили 50 тысяч рублей как студенту. И, честно говоря, для меня это была приятная новость и огромная поддержка. Спасибо огромное нашей соцзащите за то, что поддерживаете нас и помогаете уверенно смотреть в будущее. В январе я получила от соцзащиты выплату 50 тысяч рублей. Я очень рада, что у нас в Якутии так ценят студентов в колледже. Эти деньги – отличный старт и мотивация учиться дальше. Спасибо за поддержку. Данной мерой социальной поддержки в Нерюнгринском районе воспользовались уже 15 студентов, получающих образование в учебных заведениях города Нерюнгри. Иван Лазаренко, Андрей Гаянов, Нерюнгри. 20 туроператоров ведут свою работу на территории Якутии. Отныне все их маршруты будут собраны в одном месте, в туристско-информационном центре. Жители и гости республики смогут узнать о всех имеющихся предложениях в сфере туризма в одном месте. Кроме того, в центре, расположенном в гостинице «Тагындархан», путешественники смогут не просто получить нужную информацию, но и приобрести сувениры от местных предпринимателей. Запуск ТИЦ был одной из задач стратегии развития туризма до 2030 года. С его открытием туристам станет проще передвигаться по нашей республике. Приезжают люди и хотят на один день, 2 дня собрать какой-то быстрый тур, допустим, да, или получить какую-то информацию. И, конечно, этот ТИЦ появится такой очень удобный сервис для туристов, ну и в целом для якутян. У нас есть такое понятие в нашем стратегии, есть въездной туризм, а есть домашний туризм. То есть это, допустим, когда жители Нерюнгри едут, допустим, в Аймекон, или мы там едем в Амгу или в Сунтары. Поэтому ездите по республике, любите ее, берегите природу и давайте вместе развивать нашу республику. В Якутии участились случаи укусов клещами. На начало месяца было зарегистрировано 464 эпизода. Часть из них приходится на завозные случаи. Как не попасть в статистику и что делать, если клещ все-таки укусил, расскажем далее. Почти 500 человек стали жертвами клещей с начала сезона. Насекомые являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний – клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза или болезни Лайма, анаплазмоза и эрлиоза. Если вовремя не получить серопрофилактику иммуноглобулином, то риск развития осложнений заметно вырастет. 85% где-то укусов – это в основном в 4 районах регистрируется. Это Алданский, Нерюнгринский, Люкминский и Ленский район. 147 ранее привитые и более 200 человек получили серопрофилактику иммуноглобулином против клещевого энцефалита. На сегодня также привито против клещевого энцефалита по республике в целом более 15,5 тысяч человек.
И обработки идут у нас в целях уменьшения количества клещей. Обработано более 172 га территорий мест массового пребывания населения, в том числе территории летних оздоровительных лагерей. Если же клещ все-таки укусил, необходимо оказать первую помощь и доставить насекомого в медицинское учреждение при обращении за медпомощью, филиалы Центра гигиены и эпидемиологии в районах, лабораторию особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии по адресу Аюнского, 9, после чего клеща исследуют врачи Роспотребнадзора и в течение дня дадут свое заключение о его заболеваемости. По клещам сначала поступают в лаборатории данные пробы, и они сортируются врачом-энтомологом. Она определяет вид клеща и дальше отправляет на исследование. Методом иммуноферментного анализа мы определяем содержание антигена вируса клещевого энцефалита. Методом ПЦР определяем содержание РНК вирусов, передающихся иксодовыми клещами. Методом ИФА уже за 2,5 часа можно определить ответ и дать протокол исследования. Методом полимеразной цепной реакции чуть дольше, 3,5 часа. Роспотребнадзор выпустил памятку, как защитить себя от клещевого вирусного энцефалита. Голова и шея обязательно должны быть закрыты. Рукава обязательно длинные. Использовать отпугивающие средства, репелленты. Носить светлую одежду. Заправить рубашку в штаны, а штаны в носки и сапоги. Будьте внимательны. Нельзя садиться и ложиться на траву. Внимательно осматривать одежду и тело после прогулки. Проверить животных после прогулки. Не заносить в помещение свежесорванные цветы. Придерживаясь этих нескольких правил, риск укуса клеща пусть и не равен нулю, но сводится к минимуму. Вероника Тырская, Илья Сыромятников, Якутск. В Москве завершился 3-й свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Кульминацией праздника стала музыкально-хореографическая притча «Хоровод свадьба», где приняли участие молодожены и творческие коллективы из разных уголков страны. Масштабная постановка объединила более 300 артистов, в их числе Национальный театр танца Якутии имени Сергея Зверева «Кыл-Уола». Якутяне представили свадебную традицию переодевания невесты с алгысом, хамусом и яркими танцами. Притча «Хоровод свадьба» показала, как через музыку и танец семейные традиции, уважение друг к другу и взаимная поддержка формируют доверие в обществе и укрепляют единство народов страны. Мы подготовили, наверное, такое невероятное путешествие для зрителей по свадебным традициям России. Мы с вами можем увидеть о том, какие традиции у всех разные, но насколько мы одинаковы в своих ценностях и как каждый из народов демонстрирует эти ценности. Надо отметить, что Якутия принимает впервые участие в этом фестивале. И для нас вдвойне ответственно было то, что мы открывали эту праздничную программу. Мы очень рады и горды представить нашу якутскую культуру на таком масштабном мероприятии. Семья из Якутии завоевала победу на всероссийском конкурсе «Это у нас семейное». Финал прошел в Московской области и символично завершился в День семьи, любви и верности. Сегодня семья победителей уже вернулась в родную республику. С ними встретилась моя коллега Диана Антонова. Многодетная семья Шариных из села Тюнгюлю Мегинокангаласского улуса – это большая педагогическая династия, которая насчитывает 25 учителей с общим стажем 405 лет. Для них это не первый опыт участия в таком большом семейном конкурсе. До этого мы приняли в 2010 году в республиканском конкурсе и стали лучшей семьей республики. Педагогической семьей. Педагогическая династия наша началась с 1941 года, в годы Великой Отечественной войны. Дети наши, внуки учатся в педагогических институтах и есть продолжатели. Также мы верим, что педагогическая династия еще продолжится. Масштабный конкурс «Это у нас семейное» подарил семье незабываемые впечатления. Все пройденные этапы они вспоминают как особую проверку на сплоченность. Нам все конкурсы понравились. Да, были очень интересные. Все конкурсы были на сплочение семьи. Там были разные задания на устойчивость, на проверку, как мы проблемы решаем все вместе и так далее.
Семья якутян вошла в число 60 победителей из 43 регионов страны. Финал был посвящен культурному коду России и стал самой яркой и незабываемой частью конкурса. На параде семей Шарины выступали в национальных костюмах, с гордостью представляя культуру родного края. Вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. За победу в финале Шаринам торжественно вручили денежный сертификат на 5 миллионов рублей. Также все семифиналисты стали обладателями путевок и отправятся на путешествие по стране. С сентября прошлого года, получается, очень много разных этапы прошли, задания прошли. И самое главное условие – все члены семьи, заявленные участники должны присутствовать на каждом задании. Это очень сильно объединяет семью. Приз был победителем 5 миллионов на улучшение жилья. И мы хотели отремонтировать наш родительский дом в село Тенгулев. Конкурс – это у нас семейная часть национального проекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Масштабное событие объединило более 300 талантливых семей из 85 регионов страны и доказало, что Россия – это страна возможностей, где семейные ценности становятся общим достоянием. Тем, кто нам помогал в этом конкурсе, уруй! Диана Антонова, Владимир Павлов, Якутск. От берегов Северного Ледовитого океана до Ленских столбов, на спортивных трибунах и школьных линейках ни одно официальное мероприятие в Якутии не обходится без гимна. 2 президента, 5 комиссий и 12 лет. Столько усилий понадобилось, чтобы выбрать главную песню земли Аланхо. Подробнее об истории гимна Якутии расскажем в следующем сюжете. Клянусь своей честью и достоинством. 1991 год. Михаил Николаев вступает в должность президента Якутии и, согласно Конституции, дает клятву служить на благо республики. Вместе с требованиями закона на первой инаугурации соблюли и традиции предков. Новоиспеченного Ильдархана в национальный костюм облачает народный писатель Сооруна Малон, а на фоне играет кульминация оперы «Нюргун Ботур». Через 4 года этот заключительный хор назовут гимном Якутии. Под звуки нового гимна на здании театра был водружен национальный флаг республики. И назовут, между прочим, неофициально. В 1995 году так называемую Айхал-Рыта рассмотрел, но так и не утвердил Ильтумен. К консенсусу депутаты не могли прийти больше 10 лет с самого образования республики. Возникает вопрос, почему? Я думаю, что, с одной стороны, наверное, не пришли к единому мнению те, которые пишут слова, те, которые пишут музыку, и те, которые это принимают. То есть народные депутаты Республики Саха-Якутия. Почти год членам последней 5-й комиссии понадобился для того, чтобы из множества вариантов отобрать 2 претендентов – Айхал-Рыта и Саргы-Рыта. Ту самую, что с первых нот узнает каждый якутянин. При этом композиция, в конце концов ставшая гимном, вообще-то плод работы комиссии номер 4. И писалась она, что называется, под заказ, то есть впервые предстала на суд депутатов, минуя конкурсный отбор. Текст сложили прославленные и, к сожалению, уже ушедшие из жизни поэты Сава Тарасов и Михаил Тимофеев. А создать музыку доверили тогда молодому композитору Кириллу Герасимову. Я сразу, конечно, спросил, почему это заказ, почему не конкурс. Мне было сказано, что вам делается честь, такая заказа. Будьте добры приступить к работе. Что оставалось делать? Только работать и работать в сжатые сроки. На сочинительство, разучивание хором и запись дали всего месяц, чтобы успеть к сессии Ильтумена. Хорошо, что муза была благосклонна к творцам. Первый мотив ударил, когда я шел с колледжа домой, и где-то посередине дороги вдруг этот наций. Когда это зазвучало, я за день присесть его написал.
Потом проверял, конечно, это все. Думал, боялся на завтра все это. Бывает, что сегодня прекрасно, там все хорошо. А завтра проснешься и посмотришь, какая гадость. И хотя родился гимн в 2000 году, законно символом государственности он стал только в 2004. Причем сама процедура избрания была весьма незаурядной. Как только мы подойдем на сессии к этому вопросу, мы должны садиться в автобус, и депутаты, и члены правительства едем в Большой театр наш, оркестр играет, и хор поет. Когда мы все это прослушали, приехали обратно и проголосовали большинством голосов Регайрета, то есть наш гимн Республики Саха-Якутия. Так подошли к концу 12 лет поисков. Правда, сами авторы надеются, что на этом история не окончена. Дело в том, что на записи гимн играют московские музыканты. В нулевые наш оркестр просто не был укомплектован. А правильно исполнить композицию, которая дышит якутскими мотивами, под силу, пожалуй, только виртуозам родом из Республики Саха. К тому же, когда, как не в год культуры, стоит обновлять главную песню Якутии. Ржана Гармаева, Илья Сыромятников, Станислав Потапов, Якутск. На этом все. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.